Здравствуйте! В эфире передача «Авторивьера». Сегодня гость нашей программы – человек-легенда, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Аршба. Сегодня мы с вами будем беседовать о транспортной составляющей вооруженных сил, конечно же, о безопасности движения. И за вашу службу, наверное, у вас много интересных историй, с которыми вы поделитесь со зрителями. Есть чем поделиться, поделюсь. Какой вы нам подготовили маршрут для поездки? Ну, в принципе, маршрут на данный момент это в район села Цибельда, откуда, в принципе, у нас начиналось в 2001 году Гелаевский поход, потом освобождение Верхнего Кодора нашими вооруженными силами. Поэтому маршрут не до конца, конечно, это очень далеко, но до села Цибельда, я думаю, мы доедем. Поскольку в этой рубрике наша беседа ведется в движении, во время езды, поехали? Поехали. Владимир Георгиевич, мы всегда у нашего гостя спрашиваем, какой у него водительский стаж? Ну, постоянно, в принципе, за рулем я с августа 84 года, когда купил свою первую машину. Вот. А так права, значит, в училище, когда учился, во всех военных училищах сдавали экзамены по вождению, потому что любой офицер обязан был уметь ездить на том транспорте, который был на тот период в вооруженных силах. Значит, в 1978 году я сдал экзамен и получил права с категории С. Вот раньше было как, даже на учениях вообще офицерам запрещалось садиться за руль автомашины. Значит, в основном были водители, не в основном, а были водители, офицеры были как бы как старшие машины. Вот это чтобы, наверное, солдаты успели научиться, да, а так будет офицер. Вот я тоже всегда со старшим ездил. Вот. Но да, если какая-то экстремальная ситуация случается, тогда, естественно, офицер должен суметь поехать как бы на машине. Уже когда после Афганистана я попал служить в Армению, в Афганистане мне пришлось ездить практически на всех машинах, включая БМП. А в Армению, когда попал служить, была такая у меня машина ГТС, это топопривязчик, гусеничный тягач средний, который нужно было гнать на полигон в Октябрян, это более 150 километров. И так как не была часть кадрированная, не было у нас механика-водителя на этой машине, был издан приказ по части и назначили меня не то что старшим машиной, водителем. Я служил, когда вот это все происходило. Кстати, чуть меня туда не отправили, но как-то случилось, что я вот остался в Алмате. И наш полк до нашего призыва, он весь ушел по тревоге в Афганистан. И увольнялись они через наш полк. Вот они приезжали увольняться, много чего рассказывали. И вот мне помнятся все эти истории, когда едет колонна и устраивались засады. Там вот такой тип войны, наверное, был в каком-то роде. Не в каком-то, в любом случае, если едешь колонной, ну, практически на моей памяти не было случая, чтобы колонну не обстреляли. Как такового вот ближнего боя не было, значит, они обстреливали с максимальной дальности, а вот едешь в колонне, ты же не видишь, откуда тебе. Ну, первая реакция какая, значит, ну, как бы отъехать чуть подальше от места обстрела, значит, остановиться, спешиться, спрятаться за борта машины или техники, которые есть, а потом уже начинаешь рассматривать, откуда же в тебя стреляют. И вот пока вся это проходит, ну, это может пройти там, час-полтора, естественно, они уже уходят.
Они ушли, вот колонна, задержали колонну, минимум на 2 часа задержали колонну. Это делается для того, чтобы в более удобном месте можно было организовать грамотно засаду. Потому что там в основном, помимо вот обстрелов, еще была минная война. Минировали они абсолютно все. То есть первая машина вставала, как правило, да? Нет, там, знаете как, нет, там мы называли корзинки, это итальянская мина такая пластиковая, ее очень сложно как бы найти, обнаружить, но она вот как клизма, да, будем так говорить, как резиновая, она на критическое давление. Вот проехала одна машина, если, допустим, двухосная, это 2 качка, трехосная 3 качка, она может настроена быть там на 40 качков. И поэтому ты не знаешь, если ты не в головной машине, это не означает, что ты обезопасен от подрыва минного. Вот. И поэтому так, мы еще, когда уже сделали в Афганистане, у меня получилась так, первая замена, всех холостяков нас с Германии собрали, отправили туда, это 81 год, в 82 году вот автобаты перешли на КАМАЗы. КАМАЗистов мы все называли смертниками. Почему? Потому что в Афганистане мы очень сильно не любили ГАЗ-66, потому что переднее колесо, я сам подрывался на ГАЗ-66. А сидишь на колесе. Сидишь на колесе. Но мне повезло. Во-первых, был очень слабый фугас, а во-вторых, взорвалось заднее правое колесо. 2 солдата у меня в кузове сидело с термосами для еды. Вот. И кузов на 66-м, он металлический, он так вздулся, контузило, да, там как вот это все. Включили, значит, передний мост, и на переднем мосту доехали. Любили Уралы, но и ЗИЛы, ЗИЛ-131. Появились вот эти автобаты на КАМАЗах, мы ребят называли смертниками. Почему? Потому что они за счет того, что сидят, как ты только что сказал, на переднем колесе, чтобы как-то обезопасить себя от мин, чтобы мина взорвалась где-то за передним колесом, они ездили все на бешеной скорости. Мы их вообще смертниками называли, потому что говорили так, либо на мине подорвется, либо в пропасть улетит. Потому что по таким плохим дорогам на такой скорости это как бы сложно. Я, кстати, 2 года отъездил на Урале. На Урал, знаешь, как бензовоз, но он компактный, да, такой. 2 метра жизни у тебя впереди есть. Да. Сколько мне известно, у вас множество наград с афганской еще войны у вас, и вы кавалер ордена Леона в Отечественной войне народа Абхазии. Сейчас отметили только 24-летие. Немало времени прошло. Наверное, все как вчера вам помнится. Как создавалась армия. Вы возглавляли и в начале вооруженной силы, и потом, вот, когда начала формироваться армия, значит, вы и тогда были командующим. Исполнял обязанности министра обороны. У нас было как? До начала войны, значит, у нас был на базе батальона внутренних войск СССР был сформирован полк внутренних войск Абхазии. Значит, в полку было 2 батальона. Значит, 1 батальон дислоцировался в Ачадарах, 2 батальон мой, которым командовал я, это батальон отдельный батальон полка внутренних войск Республики Абхазия, будем так говорить, специального назначения. Естественно, и полк, и мой батальон были недоукомплектованы ни личным составом, ни вооружением. Вооружение у меня было на 50%. Техники тоже практически не было. Та техника, которая была, я имею в виду автотранспорт, она была в очень плачевном состоянии. И вот как вот этот процесс шел, когда необходимо было техника. Укомплектовать надо было технику. Был указ председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Григорьевича Артема о мобилизации, объявление мобилизации. Когда объявляют мобилизацию, под мобилизацию и попадает транспорт повышенной проходимости. Я помню со всех районов, которые были
свободны от оккупации грузинских вооруженных сил. Вся техника, которая была, я помню, там, вот сейчас не хочу обманывать, то ли 30, то ли 40 вообще ГАЗ-66 в основном были отмобилизованы и переданы Министерству обороны Абхазии, созданному как бы Министерству обороны Абхазии. Ну и вся техника сельского хозяйства, предназначение которое была, тоже была передана вооруженным силам. Вот это как бы костяк, который создавался. Даже сейчас, по-моему, когда регистрируют автотранспорт, джипы тоже указывают. Это по МОП-плану. То есть тоже подлежат машины, мобилизации. Да, мобилизации. Вместе с водителями они как бы подлежат ставиться на учет. Ну, в общем, было с чего начинать. Значит, мобилизовали эту технику. Потом давайте вот не будем забывать, насколько высок на тот период у нас был патриотический дух. Я еще раз говорю, голыми руками люди как бы чудеса вытворяли. Первые дни вот мелькала одна машина, Nissan Патруль, не знаю, вот на ней поставили какой-то пулемет. Очень много людей на своем личном автотранспорте, даже легковом, тогда раньше джипов не было, Нива максимум. Вот Нива, Волга, люди на своем автотранспорте подвозили продовольствие. В принципе, вот посмотрите, та война, которая сейчас происходит в Сирии, там она показывает, сколько машин таких вот, как вы сказали, вот Nissan, на которых устанавливают крупнокалиберные пулеметы, довольно-таки эффективное средство. Почему? Потому что подъехал, пострелял, тут же может сорваться с места и уехать. Они быстрые, проходимые, хорошие. Да. Приспособили хорошо их. Мы даже в свое время, вот уже это где-то послевоенный период, с Владиславом Григорьевичем оговаривали этот момент. Он тогда поставил задачу как бы попробовать сделать что-то такое. Мы закупили УАЗ-452, таблетка в народе называют, что. И фермер, если помните, там с кузовом половина таблетки, а сзади кузов. Мы установили, сделали батарею, это 6 орудий, усилили раму, 82-миллиметровые минометы установили в кузов. И за каждой еще машиной зацепили за фаркоп. Там фаркопов не было. Мы ездили здесь, искали вот эти битые машины, у которых можно было снять фаркоп и приспособить к этому УАЗику 120-миллиметровые минометы. Проводили испытания. Плюс полностью таблетка сделана была как КШМ, как командно-штабная машина, на которой была установлена связь, которая, чтобы можно было связываться с подразделениями. Вот представьте, 6 машин, одна батарея в горных условиях у нас поехала, выставила эти 120-миллиметровые минометы, снялась, поехала дальше, подъехала ближе к переднему краю, обстреляла противника прямо с кузова 82-миллиметровыми минометами, разворачивается, едет назад. Пока едет назад, работают 120-миллиметровые минометы. Подъехали, в походное положение миномета зацепили, за фаркоп и уехали. Все. В советской армии, это еще со времен Отечественной войны, это называлось летучая батарея. Вот так и здесь происходило, как бы собирали сделать, потом, не знаю, потом это все как-то подзабыли, а сейчас, в сегодняшнее время, война показывает, что это очень актуально. И опять же говорю, с учетом того, что у нас довольно узкий фронт, небольшой, плюс горно-лесистая местность, как бы идеально подходит, потому что даже если застрянет УАЗик, 10-12 человек вытолкнуть ее смогут. От Хаммера в этом у него плюс, что он легкий, его можно легко вытащить. Еще ведь во время нашей войны приходилось подбираться, если к каким-то высотам, там надо было просто уже пробивать какие-то дороги, да, вот я помню такую вот одну дорогу в сторону Хабюк, да. Да. Но я хочу сказать, что у нас очень хороший
был на тот момент начальник инженерно-саперной службы, сейчас он уже в запасе находится, Хутафайкович Куртаглы. Он как бы заканчивал инженерно-саперное училище, служил в этих войсках, потом, значит, служил в гражданской обороне. И он как специалист очень хороший. И после войны, помимо того, что во время войны, после войны, когда наши подразделения находились по каналу, параллельно каналу, шла рокадная дорога. И он занимался строительством этой рокадной дороги. Вот. Ну, я хочу сказать, что вообще инженерно-саперные войска в боевых условиях, во-первых, они очень необходимы, а во-вторых, я говорю, на мой взгляд, очень сложная служба. При, допустим, форсировании водной преграды, при наступательной операции, чтобы сделать проходы в минных полях ночью, ну, саперы шли. Очень ответственная служба у них была, у саперов. Но я хочу сказать одно, что сколько бы транспорта не было, его всегда не хватает. Особенно, опять же, я говорю, во время боевых действий. Потому что во время боевых действий задача может меняться мгновенно и не один раз. И, допустим, послал технику в одном направлении, а тут срочно нужно что-то другое. С техникой, да, потом наши условия. Горные, не каждая машина проедет. Если брать вооруженные силы различных стран, мелкой техники такой, как сказать, ну вот УАЗики есть, да, в российской армии, но вот разнообразия какого-то нету там. Они же тоже не идут там с пулеметами какими-то, с установками. Нет, то есть они востребованы, но их нет, по-моему, ни в одной армии. Нет, я вам хочу сказать. Вот «Хаммеры» американские. Вот фильмы смотрите, на них там сверху либо автоматический гранатомет устанавливается, либо пулемет устанавливается. Сейчас, раньше в советское время такого у нас не было. Даже когда я в Афганистане находился, мы всегда пытались увеличить огневую мощь на той технике, которая у нас была. Вот у меня подвижный разведывательный пункт, я говорил, на базе БМП, у меня кроме пулемета ничего не было. Там у меня сзади устанавливался 90-миллиметровая, как миномет, но это для стрельбы осветительными снарядами. А из вооружения только пулемет ПКТ. Ну и мы усиливали как? Вот где место, где находился топогеодезист, люк подвижный, мы там устанавливали АГС. Сзади тоже мы устанавливали АГС, чтобы хоть как-то усилить огневую мощь. Тогда, если помните, когда в 80-м году стало перевооружение 5,45, 7,62 на 5,45, ведь происходило почему? Потому что, ну, как бы считалось, что контактного боя в принципе не будет. Будут стрелять с ракетами, там, сдалека, поэтому это не нужно, по большому счету. Там много причин было, но одна из причин и это была. Сейчас все эти войны показали, что это необходимо. Поэтому вот у американцев ставят, в Бундестаге ставят, и у российской армии на сегодняшний момент стали производить машины, те же «Рыси», еще «Тигр», по-моему, где устанавливают либо пулемет. Есть такой пулемет 7,62, как «Вулкан» шестиствольный, либо гранатометы автоматически ставят, потому что, да, это необходимо в локальных войнах. И в целом, опять же, еще слова Суворова, что в целом, пока пехота не пройдет, окончательной победы быть не может. Какие бы ракеты, какая бы артиллерия ни была, пока пехота не пройдет, ничего нельзя говорить. А пехоте на сегодняшний момент необходима огневая поддержка, мощь. Поэтому сейчас вот посмотрите, я вот смотрел, ну, периодически смотрю вот эти вот выпуски, да, военная приемка. Посмотрите, какую идеальную вещь сделали россияне на базе танка Т-90, «Терминатор». Техника по поддержке танков.
Я хочу сказать, это такая мощь, это что-то. Я вот так вот, в принципе, вижу, что в дальнейшем будут уже есть машины, вот, которые мы делали, это как бы кустарным образом. А сейчас будут на заводском, да, промышленном масштабе будут производить эти машины. И каждая машина, в принципе, предназначена для определенного региона. Потому что не может быть универсальной машины, которая может и по пустыне, ну и да, и, допустим, по болотам Белоруссии или вот в наших горных условиях. Не бывает такой универсальной машины. Если универсальная машина, то фактически это получается, что везде на троечку. Таскать с собой ДШК, допустим, 12,7 калибр тяжело, но огневая мощь сильная. Что идеально подходит? Вот идеально подходят вот такие машины. Да, джипы. В Афганистане у нас было несколько случаев, когда они практически на низком штативе, да, устанавливали машины. Тойоты были такие, как бы, да, с кузовом, и там еще сверху вроде как тент был. Вот. Едет колонна, обгоняет эта машина, задний тент откидывается, там стоит этот пулемет ДШК и начинает обстреливать нашу колонну и скоростью обгоняет, уезжает. Вот если говорить о мирном времени нашем, о водителях обычных, мы все участники движения, что бы вы от военных водителей передали бы гражданским, чего не хватает сегодня вот у наших водителей? Ну, на мой взгляд, не хватает самодисциплины. Я сейчас один пример приведу. Я думаю, что ты должен будешь это помнить. Если помнишь, когда мы готовились к 5-летию Победы, до этого у нас разметки в городе не было. Вообще не было по республике разметки. И первый раз сделали разметку. Вообще по городу, да, сделали разметку. И ты, вот я помню, как все водители, первоначально, конечно, не все время, нравилось, стали аккуратно ездить, появилась, как, знаешь, как бы самодисциплина, как потом опять это разгильдяйство пошло, но первоначально так. Стерлось, наверное. Ну, даже если не стерлось. А сейчас, к большому сожалению, молодые люди... Вот радовались каждому светофору. Да, каждой лампочке, которая... освещение было. Часто закрываем глаза на то, что в целом не должны были делать. Мы должны указывать им. Ну, мы как бы их жалели, и в конечном итоге мы посадили их себе на голову. И сейчас человек, который привык, что он может ездить как хочет, не соблюдать. Потом, знаешь, вот меня еще, ты тоже сталкивался, да, особенно молодые ребята, водители, на светофоре. Знаешь, вот то, что он проедет на полметра вперед, полосы, да. понимаешь, ему же это ничего не дает. Но он уже подсознательно допускает, что он может наехать. Вперед еще ничего, а вот по встречке объехать тех, кто ожидают зеленый свет, вообще неуважение к людям, то есть не в наших это традициях. Ну, здесь была администрация. Вот этот дом, Кадорские события, когда были в 2001 году, здесь вот всегда и спал. То есть оставались здесь, да? Да. Поговорим о дороге, по которой мы едем. Что это за дорога, каково ее значение? Начиная от Мочарского поста, поднимаемся вверх. Эта дорога ведет в Ажару. Эта дорога ведет на Клухорский перевал, Южный приют так называемый. Раньше это был основной туристический маршрут. Сейчас мы едем в район, ну будем так говорить, высокогорное село Цабал. Вот. Потому что подниматься туда дальше, это, во-первых, очень долго, и дороги, да, и дорога, конечно, она очень убитая. Вон Сахарная голова. Здесь, если я не ошибаюсь, только пеших маршрутов было 12.
для туристов вот в этом районе. Вот, когда мы Гилаевскую банду вылавливали, ну, кстати, в Цибильде, у кого были расквартированы, нашел книжечку, такую маленькую брошюрку, где были все маршруты расписаны. И это нам как бы дало определенную, да, определенную помощь. Вот мы уже фактически подъезжаем к этой Цибильде. Здесь у нас раньше дислоцировался мотострелковый батальон. Командир батальона Инукаглы Гурам был. Вон Сахарная голова. А эта вот высота, она выше Сахарной головы. Вот так вот они и спустились. Вот так они везде пытались, тыркались. Вот здесь вот, они же на этой горе сидели. Вот, везде наши ставили заслоны, а там, ну, как бы образовалась дырочка. И они эту дырочку четко вычислили и по ней вышли. Но все равно ж практически весь отряд Гилаева был уничтожен. Уже потом авиацией мы добили их. Эта дорога, я уже говорил, мы находимся на военно-сухумской дороге. Она в свое, не то что сегодня, она и в прошлом веке, и в позапрошлом веке была дорога стратегического назначения. Она очень важна с учетом того, что южный приют, по большому счету, на Клухорском перевале до Российской Федерации, там, если я не ошибаюсь, всего лишь километров 30. Вот дорога доходит до туда. И знаете, вот когда у нас война началась, была перерезана центральная трасса дорога, здесь находились тогда сваны, и мы были полностью отрезаны. На сегодняшний момент, значит, дорога охраняется, наверху находятся наши пограничники, наши воинские подразделения Российской Федерации пограничные, согласно договора, расположены там. И не дай бог, если опять что-то произойдет, по крайней мере, у нас будет уже 2 дороги. Да, к большому сожалению, опять же могу сказать, что дорога убитая, но с учетом того, что в основном ездят большегрузы, военные машины. Наверное, местному населению, конечно, тяжело и сложно, которые ездят на легковых машинах. А для военной техники это, ну, будем говорить так, да, дорога нормальная. Ну, вот были же еще такие дороги, которые вот создавались вот на период наступления. Там, вот. Да, ну, знаете как, в любом случае при планировании, долгосрочном планировании, допустим, ведения боевых действий, для подвоза воинских частей, ведь можно высадить десант по большому счету где угодно, но высадить это одно дело, допустим, подвоз боеприпасов, вывоз раненых, это не просто так, мы не можем просто взять и выбросить людей, нужно как бы позаботиться минимум, что возможно сделать на них, поэтому прорубались дороги, особенно выше Гумистинского моста шли наступательные боевые действия вот в районе Сухум ГЭСа, там наверху. Там как бы, да, вызывались саперные войска, которые, насколько это было возможно и насколько нам позволяли силы, мы пробивали дорогу. После войны, я уже тоже, по-моему, говорил, по каналу, где находились наши посты, мы тоже делали уже рокадную дорогу, которая обеспечивала быстрый подвоз личного состава в случае, ну, если бы, не дай бог, происходили какие-то боевые действия. Хочу поздравить не только ветеранов этой войны, хочу поздравить весь народ Абхазии с этим праздником. И дай бог, чтобы ни нашим детям, ни нашим предкам больше не пришлось воевать за независимость нашей страны, нашего государства. Всем счастья, добра. Кто погиб, сложил головы за эту землю. Вечная память, пускай земля будет пухом.